Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. С вами Влад Давыдов. Это программа «Итоги дня». Добрый вечер. Смотрите сегодня. Трагедия в Амге. В селе Абага мужчина застрелил местного жителя и покончил с собой. Что известно? Хронология событий. Нападение на стражей порядка. В Нерюнгри подростки набросились с кулаками на сотрудников Росгвардии. Что случилось? Репортаж из Южной Якутии. Best Паром. Запущено мобильное приложение, следящее за движением паромов на переправе Якутск-Нижний Бестях. Как работает эта программа и решит ли она многолетнюю проблему на переправах? Еще рано сушить весла. Ленский речной порт продолжает принимать суда на разгрузку. Какая проделана работа в навигационный период и какие планы на конец сезона у речников? Условия для спорта и развития. В селе Сюльдюкар Мирнинского района открыли новый спортзал за 25 миллионов. Сюжет с торжественного открытия. Четвероногий читатель. В Алданской библиотеке живет пес по кличке Рыжик. Что он там делает и почему сотрудники не представляют трудовые будни без этой собаки? В Амгинском районе произошла трагедия. По предварительным данным, сегодня во дворе одного из частных домов села Абага обнаружили тело 42-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями. На месте также нашли оружие, карабин, из которого предположительно было совершено это убийство. Подозреваемый сбежал с места преступления. Сотрудники полиции выяснили, что он находится в лесу, добрались до него и вели переговоры с этим вероятным убийцей, который был к тому же вооружен. И вот, как стало известно буквально час назад, подозреваемый застрелился. Возбуждено уголовное дело. Пилот вертолета Александр Новосельцев, выживший в Момских горах после крушения, чувствует себя удовлетворительно. По словам медиков, никаких обморожений и серьезных травм у него нет. Напомним, что первыми его обнаружили спасатели. К месту падения вертолета отправился борт полярных авиалиний, и пилот воздушного судна Семен Семенов сообщил, что Александр Новосельцев встал в полный рост, и его сразу заметили. После спасения мужчину доставили сначала в Момскую центральную районную больницу, затем уже в Якутск. В Нерюнгри подростки напали на сотрудников Росгвардии. Инцидент произошел в одном из заведений быстрого питания. Что там случилось? Репортаж Георгия Сергеева из Нерюнгри. Около 8 часов вечера трое подростков зашли в один из супермаркетов города. На записи из камеры видеонаблюдения видно, как они заходят, причем один из них в открытую выпивает алкогольный коктейль из пластиковой бутылки. Далее они заходят в отдел продтоваров и, набив свои карманы продуктами, уходят, как ни в чем не бывало. Спустя несколько минут молодежь возвращается в магазин, видимо, за новой порцией. Но тут их задерживают работники торгового павильона. Мы их поймали, задали вопрос, почему украли, не оплатив шоколадки, на что был дан ответ, что не было второго кассира. После чего начались у нас с ними споры. После чего молодые люди ушли, разбив нам стекло, ударив рукой. После чего был вызван наряд полиции. Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии, посмотрев кадры с камер видеонаблюдения, по горячим следам нашли вандалов в соседнем заведении быстрого питания. Как оказалось, эту троицу в кафе ожидала толпа друзей. При попытке увести хулиганов в отделение несовершеннолетние оказали сопротивление. Один из них даже кинулся с кулаками на человека в форме. Сотрудниками Росгвардии были установлены личности подозреваемых и их местонахождение. При задержании в кафе подозреваемыми было оказано сопротивление сотрудникам Росгвардии. По данному факту проводится проверка. По словам очевидцев, эти подростки, приходя в данное заведение, постоянно вели себя агрессивно. Правоохранительные органы, ввиду их возраста, не могли ничего с ними сделать. Как стало нам известно, некоторые из этих подростков учатся в школе, некоторые в среднеспециальном учебном заведении. Георгий Сергеев, Вадим Барашков, Нерюнгри. К другим новостям. Запущено мобильное приложение, следящее за движением паромов на переправе Якутск-Нижний Бестях. Кто разработал эту программу, как она сейчас работает и решит ли это приложение многолетнюю проблему на переправах, узнал Александр Зубехин.
Забота о клиентах – вот что подтолкнуло руководство паромных переправ к решительным действиям. Проблемы в очередях на паром в Якутске и Нижнем Бестяхе вызывали беспокойство уже последние 3 года. На территории нашей паромной переправы имеется 2 причала и создается 2 очереди. Пользователи не знают, на какой причал подойдут, и вследствие происходит перемещение очередей. В эпоху цифровых технологий, когда у многих есть смартфон, создание приложения – дальновидное решение. Приложение поможет урегулировать многочасовые очереди и беспорядки в паромной переправе. Сейчас это все очень хорошо отображается на карте. Люди могут ознакомиться с маршрутом, какой паром прибывает, во сколько прибывает и на какой причал идет. Паром 5 только что прибыл на первый причал. Он приехал с Нижнего Бестяха в Якутск. С Нижнего Бестяха он отправился в 9:27. И сейчас у него режим погрузки на первом причале. Посмотрите. А многие клиенты паромной переправы с программой еще не знакомы, поскольку в онлайн-магазине она появилась не так давно. Однако те, кто установил приложение «Беспаром», не скрывали своего восторга. Нет, не слышал. Давай мы это установим на телефон. Давайте. Как раз видишь, где находятся паромы. Полезно, да? Полезное. Сейчас нет, не пользуюсь. Я нынче первый раз, считайте, в город поехал. Давайте я вам покажу, как пользоваться им. Да, написано все. Но вот так-то удобно. Да? Да. Сейчас будем ездить по телефону. Расписание посмотрел и поехал. В настоящее время доступна информация о 4 паромах номер 4, 5, 8 и 9. На этом разработка приложения не окончена. Заказчик хочет, чтобы программа была еще более удобной. Сейчас карта обновляется через каждые 60 секунд. В будущем планируем разработать калькулятор, расчет стоимости для большегрузных машин, и для легковых. После того, как мы закончим навигацию 2018 года и наши суда станут на зимний отстой, мы уже переговорили с руководством ЛОРПа. То есть все программное обеспечение, все им передадим, тоже все организуем. То есть у них будет работать по такому же принципу, как у нас. Каждый пользователь тоже так сможет видеть, когда ледокол, где он стоит сейчас, в режиме погрузки или направляется по какому-то направлению. Новое полезное приложение «Беспаром», которое разработано для паромной переправы 1 и 2, это решение, которое поможет сделать перевозку людей более цивилизованной. Александр Зубехин, Дилус Иннокентьев, Якутск. Ленский речной порт продолжает принимать суда на разгрузку. Какая проделана работа в навигационный период и какие планы на конец сезона у речников? С подробностями Анна Кожевникова из Ленска. У причальной стены Ленского речного порта уже нет очереди из загруженных доверху судов. Навигация 2018 проходит планомерно. Грузы в этом году поступали из Усть-Кута, Махсоголоха и Якутска. На сегодняшний день, на 4 октября, переработано Ленским речным портом порядка 458 единиц флота. Что касается в тоннаже, это на сегодняшний день 222 тысячи 58 тонн. Из них компании 133 тысячи 60 тонн. И в адрес сторонних клиентов 88 600 тонн. На подходе последний в этом году тоннаж клинкера. Но в адрес компании «Алроса» ожидается еще 3 состава общим весом свыше 2000 тонн груза и 4-5 тысяч тонн для сторонних компаний. Именно для них «Алроса» уменьшила свой грузооборот. Но увеличение объема поставок сторонних организаций в этом году не произошло. В частности, компания остался на уровне прошлого года в планах. Произошло снижение клинкера у компании. То есть компания снизила объемы за счет клинкера. Часть клинкера добавила, заменила цементом. Но увеличили в плане переработки грузов в адрес сторонних клиентов. Навигационный период на главной водной артерии Якутии подходит к завершению. Уровень воды в Лени в этом году позволил загружать мелкосидячий флот на 100, а большегрузы на 80%, благодаря чему к 4 октября Ленский речной порт принял большую часть запланированного тоннажа. Речники переходят на зимний режим работы. Суда будут разгружать только в дневное время. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Глава республики Айсен Николаев подписал новые кадровые указы. Постоянным представителем Якутии при президенте России назначен Андрей Федотов, а Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям возглавил Степан Саргыдаев. В Москве вице-премьер России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание по вопросам развития Арктики. Трутнев считает необходимым проанализировать эффективность освоения шельфа в Арктике. Полпред не исключает, что могут потребоваться дополнительные предложения по повышению эффективности таких проектов. Предполагаемые запасы углеводородов в российской Арктике оценивают в 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. По оценкам экспертов, добыча нефти на арктическом шельфе России к 2030 году возрастет выше в 3,5 раз до 2,2 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Надо разобраться, что мы делаем в первую очередь, что приносит наибольший эффект для государства российского. Дальше. У нас поставлена задача президентом Российской Федерации обеспечить объем перевозок по Северному морскому пути к 2024 году 80 миллионов тонн. Для того, чтобы выполнить эту задачу, необходимо знать, какое количество портов должно быть на протяженности Северного морского пути, как обеспечена безопасность судов, бункеровка, обслуживание, связь, спасение. На эти все вопросы я сегодня тоже, честно говоря, ответов конкретных не услышал. Мы поставим двухнедельный срок и будем добиваться того, чтобы каждое министерство в рамках своей компетенции точно определило, что надо сделать, в какие сроки. Вот после этого можно выстраивать приоритеты. Приоритеты выстраивать с точки зрения важности Арктики вообще не получится. Каждое министерство должно сказать, должны посчитать грузовую базу, уже существующую и перспективную. Очень много работы предстоит. Сегодня было определено, что в государственной программе будет обязательно реализована задача строительства судоремонтного, судостроительного завода в Жатае. Уже работа начнется со следующего года, практическая. Это позволит создавать суда и реконструировать действующие суда для работы на внутренних путях и на Северном морском пути. Сегодня определено также то, что приоритетной является реконструкция и модернизация морского порта Тикси, который станет базовым на восточном участке Северного морского пути и будет иметь большое значение как в области народно-хозяйственной, так и оборонной. Также определены и задачи по модернизации аэродромов, которые находятся в арктической зоне страны. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. Кроме того, глава государства подписал закон, разрешающий в 2019 году направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России. Речь в документе идет о деньгах, полученных в результате коррупционных правонарушений, также средствах от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких деяний. Помимо этого, президент подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения. Сейчас реклама короткая, буквально 1 минута. Оставайтесь с нами, смотрите во второй части программы «Итоги дня». 20 заданий и классическая музыка. Жители Якутска и районов написали всероссийский экономический диктант. Сколько баллов требуется для попадания в финал? Условия для спорта и здорового образа жизни. В селе Сульдюкар Мирнинского района открыли новый спортзал за 25 миллионов. Сюжет торжественного открытия. Четвероногий читатель. В Алданской библиотеке живет пес по кличке Рыжик. Что он там делает? Якутия-24 продолжает вещание в прямом эфире. Это продолжение программы «Итоги дня». С вами Влад Давыдов.
В Якутске отметили День гражданской обороны. На плацу Главного управления МЧС состоялось торжественное построение личного состава ведомства и его структурных подразделений. Ну а накануне этой даты провели учения. Сюжет Кристины Якуповой. Накануне Дня гражданской обороны завершилась всероссийская штабная тренировка. Она проходила в рамках 86-й годовщины образования гражданской обороны в России с 1 по 3 октября. Учения проводились с целью повышения профессиональных навыков. В республиканских учениях были задействованы более 10 тысяч человек и 1000 единиц техники. В целом цели команды штабной тренировки достигнуты. Хочется отметить, что данная тренировка у нас проводится уже не первый год. Гражданская оборона была создана 4 октября 1932 года. Ее зарождение связано прежде всего с защитой населения. Мы сегодня пригласили наших ветеранов, наших гостей, службы гражданской обороны. Также в наших мероприятиях принимали участие Федеральная противопожарная служба. Также привлекались у нас спасатели Республики Саха-Якутия, работники и сотрудники Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия, а также Государственной инспекции по маломерным судам. На торжестве лучшие сотрудники получили награды МЧС России. Вспомнили и заслуги ветеранов, чей опыт сейчас подхватывает молодое поколение спасателей. Система гражданской обороны, можно сказать, связала со мной всю мою жизнь, и не только мою жизнь, но и жизнь моей семьи. Более 30 лет я прослужил в системе гражданской обороны. И сейчас приятно смотреть на этих ребят, на эту технику, которой они обеспечены. Приятно нам, ветеранам, как они выполняют свои задачи. Автолестница, коленчато-телескопический подъемник и пожарно-спасательный автомобиль, а также автомобиль поисково-спасательных работ службы спасения Республики Саха-Якутия. Одна из важнейших задач МЧС – это повысить уровень подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. Сегодня в России отмечают День космических войск. Дата приурочена ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись космонавтики, в том числе и военной. В Якутске измерительный пункт воинской части посетила наш корреспондент Анастасия Данилова. «Спутник-1» – это первый искусственный спутник Земли, советский космический аппарат, запущенный на орбиту 4 октября 1957 года. Запуск был осуществлен с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР Тюратам. Ведь служат у нас только лучшие люди. Им пожелание сей стих завершит. Пусть будет небо спокойным и чистым, чтобы в семье понимали всегда, чтобы ценили, любили родные, чтобы страна была нами горда. Спасибо. Здесь, на территории измерительного пункта, прошел митинг, посвященный 61-й годовщине запуска первого спутника Земли. Гостей воинской части сопроводили на экскурсию по измерительному пункту, а далее уже в своем кругу среди офицеров была проведена торжественная часть мероприятия. Было проведено торжественное построение, доведение приказа командующего армии, начальника главного центра, выступили ветераны, военнослужащие измерительного пункта. И в вечернее время планируется торжественное собрание с концертом. В воинской части каждый день для круглосуточного дежурства заступает около 25 человек военнослужащих и гражданского персонала. Они контролируют работу космических аппаратов. Некоторые из них празднуют День космических войск в таком составе впервые. А кто-то уже успел прослужить 29 лет и после увольнения вновь устроиться в родную часть. Именно 4 октября в этой части я праздную только первый год. До этого я проходил службу в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. И я очень рад, что участвую в этом празднике именно в измерительном пункте войсковой части 1429. У нас было торжественное прохождение и разные культурные мероприятия. Это, возможно, выезд в город на концерт, в театр. Обязательно всегда происходило в части, в клубе. Также сама концертная программа с силами офицеров, солдат, ставились различные номера. Ну и для солдат самое главное увольнение. Измерительный пункт ранее был другой воинской частью воздушно-космической обороны, которая была основана в 60-х годах. И только с 2010 года преобразовалась и вошла в штат войск Улан-Удэ.
Я связан с космосом с 1982 года. После окончания школы поступил в военное училище, военный инженерный институт имени Можайского в городе, тогда Ленинграде. После его окончания был распределен в город Якутск, в войсковую часть 77-981. И вот с этого момента непрерывно прослужил до 2016 года здесь. За 61 год сменилось несколько поколений космических комплексов и систем, но все эти годы личный состав воинских формирований оставался верным своей истинной миссии – обеспечивать гарантированный доступ нашей страны в космическое пространство. Анастасия Данилова, Георгий Григорьев, Якутск. Администрация Нерюнгринского района выкупает квартиры у населения города. Выкуп 1-, 2-, 3-комнатных квартир пройдет в октябре-ноябре путем электронных аукционов. Для участия в них собственникам жилых помещений необходимо получение электронно-цифровой подписи. У сельхозкооператива «Чурапча» уровень переработки молока не повышается из-за удаленности и плохой дороги. Члены Общероссийского народного фронта провели круглый стол по организации заготовки, переработки и продажи сельхозпродукции. Мониторингом было охвачено 10 наследников Чурапчинского улуса. Основную проблему выявили в формах расчетов заготовителей по приему молока. Нарушены установленные единицы минимальных цен в 45 рублей. Заготовители фактически разделяют цену на две части. Уровень переработки молока и молочных продукций для реализации составляет всего 25-30%. Это сдерживающий фактор для повышения доходности фермеров путем повышения цены. Очень большое количество наследников хотят заниматься тоже заготовительной деятельностью, но при полном создают нормативы, которые создал Министерство сельского хозяйства, который ограничивает объемом 500 тонн, не менее 500 тонн. И получается, что вот большинство наследников производят где-то 200, 300, 400 тонн молока и удалены от райцентров, но не могут заниматься этой заготовительной деятельностью. Жители Якутска и районов республики написали всероссийский экономический диктант. Участвовали как состоявшиеся специалисты, так и студенты. Сюжет с Аргаланы Захаровой. 20 заданий и классическая музыка, экономический диктант, не школьная проверочная работа, а мероприятие с серьезными целями – повысить грамотность населения. Экономика, она не только для экономистов, которые этим профессионально занимаются. В формировании экономики участвуют все жители и граждане нашей страны. Поэтому цель этого диктанта – повышение экономической грамотности, чтобы люди в ходе диктанта узнали для себя что-то новое. Диктант проходит в тестовом виде. Вопросы на знание микро- и макроэкономики. Торжественностью событию придает классическая музыка, которая сопровождает задание. Она же помогает настроиться на рабочий лад. В общем, приятная обстановка в этом помещении. Хорошая музыка играет в ответах, когда отвечаем. Узнали мы об этом мероприятии в институте, нам сказали преподаватели. Мы сюда пришли как студенты, проверить свои знания по экономике, повысить свой уровень знаний и посмотреть на представленные вопросы, которые действуют по всей России. Я считаю, это нужно всем, чтобы быть более грамотными в этой области. Не остались в стороне и районы. Наряду со студентами свои знания проверили старшеклассники. В школах Арктического и Мякона хоть и не преподают экономику, но желающих выполнить задание оказалось немало. Одни планируют поступать в финансовый вуз, другим просто хотелось проверить свои силы. На территории Мяконского улуса в наших образовательных учреждениях приняли участие 117 школьников, которые изъявили желание написать данный экономический диктант, проверить свои знания, возможности. И среди взрослого населения приняли участие 10 человек. Юг Якутии тоже присоединился к всероссийскому диктанту. Ученики, студенты, представители бизнеса. Очень интересно тоже узнать свой уровень, так как я хочу связать свою будущую жизнь с экономикой. Лишний раз хотелось бы себя попробовать и
детям какое-то направление дать в этой области. В этом году я сдаю ЕГЭ по обществознанию, поэтому пришла на экономический диктант, чтобы проверить свои знания в экономике, ну и в целом общество. Результаты станут известны 12 октября. Те, кто получит более 80 баллов, примут участие в финале Всероссийского фестиваля экономической науки. Саргалана Захарова, Артур Габышев, Евгений Новгородов, Якутск, Нерюнгри, Аймяконский улус. В Алданской библиотеке живет пес по кличке Рыжик. Собаку 3 года назад от гибели спасли сотрудники книгохранилища. Сегодня коллектив библиотеки не представляет трудовые будни без этого четвероногого друга. Добрая история в сюжете Татьяны Вахниной из Алдана. В читальном зале Алданской библиотеки имени Некрасова Рыжик – посетитель постоянный. Конечно, не читатель, но охранник, друг и просто житель. Сотрудников библиотеки он считает своей семьей. Занять место вожака в женском коллективе Рыжик не пытается. Его вполне устраивает позиция любимого ребенка, которого все любят и балуют. Автобус подъезжает, и он даже знает, что этот автобус привозит сотрудников, потому что начинается визг, и вертится он колесом, сбегает вниз, и каждого провожает на свое рабочее место. Но это, в общем-то, собака-праздник. Добродушный, ласковый и спокойный, Рыжик, тем не менее, может быть упрямым и своенравным. На заднем дворе библиотеки, по мнению пса, посторонних быть не должно. Особенно остро он чувствует негативное к себе отношение. Чтобы не возникало неприятных ситуаций и нареканий от жителей города, сотрудники Некрасовки ограничивают свободу пса. Он дремлет в служебном кабинете, а на улице сидит на цепи. Я бы сказала, конечно, что он безобидный. Но естественно, что он защищает свою территорию. И если взять вот со двора библиотеки, конечно, бывают случаи, что он лает на прохожих, но тут уже ничего не поделаешь. 9 мая 2015-го эта дата рождения стоит в его ветеринарном паспорте. Впрочем, точный возраст Рыжика неизвестен. Он прибился к территории 3 года назад. О прошлой жизни можно только догадываться. Он не любит темноты и боится фейерверков. Очевидно, довелось лицезреть такую меру борьбы с бродячими собаками, как отстрел. Не возьмет Рыжик у незнакомого человека и самое вкусное угощение. Тяжесть симптомов отравления он испытал. Мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому мы решили его привить. И теперь уже вот 3 года подряд мы его прививаем в ветеринарии. То есть от всех болезней, как говорится, да, от инфекционных заболеваний. У Рыжика имеется весь пакет документов. Псу сделаны все необходимые прививки. Не рвется он и на просторы городских улиц. Рыжик кастрирован. Для сотрудников библиотеки пес – любимец общий. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Стартовал набор волонтеров на игры «Дети Азии». В первом потоке собеседования участвуют кандидаты из областного центра и муниципальных образований. Позже проверку пройдут представители других стран и городов. Всего поступило более 1000 заявок. Генеральный директор дирекции игр Владимир Максимов сообщил, что работы хватит на всех. Отбор завершится 31 октября, и уже в ноябре дирекция представит окончательный список волонтеров игр. В селе Сельдюкар Мирнинского района открыли новый спортзал. На стройку этого спортобъекта использовали 25 миллионов рублей. Торжественное открытие посетила наш корреспондент Марферина Алексеева. 3 года назад по просьбе жителей села было принято решение о строительстве спортзала. Строительство началось в начале этого года и продолжалось 9 месяцев. Работы по возведению спортивного объекта выполнили компания «Дахсумстрой» и «Альянс-строй» в рамках муниципально-частичного партнерства с администрацией района. Сами материалы, из чего сделан спортзал, он как бы технологически нового поколения. Это металлокаркас и все покрытия, все экологически чистые, то есть сертифицированные, все именно предназначены для спортзала. Баскетбол, волейбол, мини-футбол. То есть все площадки присутствуют. Для населения не более 200 человек открытие спортзала на 1200 квадратных метров действительно знаменательное событие. Зал построен с теплым переходом в школу, так, чтобы детям не пришлось выходить на улицу зимой. Всего в школе обучается 45 детей. Спортзал будет посещать не только учащиеся, но и все население. Да, помимо уроков физкультуры у нас в вечернее время, это с 6 до 8, зал будет открыт для жителей села Сельдюкар. То есть мы будем проводить тренировки, мы будем проводить игры по волейболу, по баскетболу. Получается, для нас, для жителей села Сельдюкар, этот спортивный зал открыт для всех. Сразу после торжественной части в спортзале начались спортивные баталии. Ребята радостно разбирали новый инвентарь.
раньше мы занимались в актовом зале. Там вообще практически нельзя играть. Мы просто бегали и все. А сейчас, благодаря спортивному залу, девочки будут заниматься волейболом, мальчики с радостью будут тренироваться, заниматься хапсагаем, вольной борьбой, масс-рестлингом. Вольная борьба. Уже 4 года занимаюсь, а так, ждали спортзал пока построить. Сейчас буду заниматься. И я не потеряю свою физическую форму. В ближайшее время администрация района планирует построить у школы спортивную площадку и поставить новым объектом ограждения. Марфелина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирнинский район. Таковы итоги дня. Оставайтесь на нашем канале и будьте всегда в курсе.